фронте, так как финансовые сложности с телеканалом АТР до сих пор не разрешены. Ну а мы переходим к новостям. В глобальном отчете о политических правах и гражданских свободах международной правозащитной организации Freedom House оккупированный Россией Крым занимает 201 место из 210. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. Отмечается, что Freedom House оценивает доступ людей к политическому праву и гражданских свобод в 210 странах и территориях. Вот их цитата. Крим позначений як невільний і отримав вкрай низький бал – 7. Саме стільки балів або менше отримали лише кілька країн і територій, серед яких Північна Корея, Сирія, окуповані Росією окремі території Донецької та Луганської областей, Саудівська Аравія, Екваторіальна Гвінея, Туркменістан, Еритрея, Тибет і Сомалі. Ольга Скрипник, засновник, експерт Кримської правозахисної групи, зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Ольга, вітаю вас, селям алейкум. Добрый день. Пані Ольга, расскажите, пожалуйста, нам подробнее об этом отчете, что он для нас означает и какую практическую роль он может отыграть. Здесь в первую очередь важно сказать, что Freedom House – это международная авторитетная организация, которая ежегодно выпускает доклады о правах человека во всем мире. В том числе и Крым, как оккупированная территория с 2014 года, тоже постоянно исследуется в этих обзорах. Поэтому это очень важно с точки зрения международной позиции. Тут мы видим, что авторитетные организации, как Freedom House, признают все те нарушения прав человека, о которых заявляют украинские правозащитники и украинское государство. Вот. И там также важно с практической точки зрения, поскольку такие доклады выходят каждый год, то можно увидеть, в принципе, тенденцию нарушения прав человека. То есть эти доклады показывают, что ситуация с правами человека постоянно ухудшается в Крыму с 2014 года. Скажите, что еще сегодня мы можем делать, чтобы защищать права наших граждан на оккупированных территориях? Допускаете ли вы возможность доступа мониторинговых миссий на оккупированные территории в ближайшей перспективе? Да, конечно, что касается мониторинговых миссий, то это один из инструментов, который помогает защищать права человека. На сегодняшний день Россия пытается спекулировать такими миссиями и делать из них, скажем так, политических заложников. И поэтому очень мало миссий на сегодняшний день вообще возможно в Крыму, потому что Российская Федерация создает препятствия таким образом, чтобы эти миссии трактовались якобы как признание российской территории, Крыма как российской территории. Но, тем не менее, мы считаем, что все равно миссию надо проводить обязательно естественно, с соблюдением украинского законодательства. И такие доклады международных миссий, они очень важны. Но в последнее время таких миссий пока не происходит. Второе, что важное произошло за последнее время, это создание Крымской платформы и саммит, который будет в августе этого года. Это как раз впервые будет создаваться международная платформа переговоров по Крыму. И действительно нам дает надежду на то, что будут разработаны реальные механизмы давления на Россию, чтобы защищать людей в Крыму. Отдельно, конечно, заслуживает внимания работа журналистов и правозащитников, которые освещают это, все, что там происходит. Хотелось бы, конечно, чтобы больше иностранных журналистов также приезжали в Крым и писали для европейских и западных читателей о том, что реально происходит в Крыму. Так как Российская Федерация очень активно распространяет свою пропаганду за границей. Это те механизмы, которые действительно помогают хотя бы доносить информацию о том, что там происходит. Дуже дякую вам. Чухсагул нас. Ольга Скрипник була з нами на прямому зв'язку, засновник, експерт Кримської правозахисної.